Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Массовая акция по уборке городского кладбища. Генеральная уборка в городе Басарабяска. 300 роз для родного города. Завершается последняя неделя поста накануне Пасхи. Православные христиане подходят к подготовке праздника со всей ответственностью. Последние дни перед празднованием люди приходят на могилы своих родственников и наводят там порядок. Бесхозные могилы также убираются. В этом помогает каждый год руководство примарии муниципия Камрат. Подробности данной темы далее. Страстная седмица, которая завершает Великий пост, для православных христиан является ответственным временем для хорошей подготовки к встрече Светлого Христового Воскресения. Как правило, в эту неделю много людей приходит на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родственников. Сами по себе, никого тут нет. Мы сами по себе. Брать будем могильки свои, все могильки. Потому что все мои родня, все, я последний. У нас семья была 10 человек, я последний, мне приходится всем почистить. Слава Богу, что есть сила, и почистимся, и все. Спасибо. Мы стараемся сделать понемножку, потому что они нас вырастили с малого, женили нас, свадьбу делали, детей нам помогали смотреть. Мы это не забываем никогда. И делаем им, вот приходим, стараемся навести хоть немножко порядочек им тут. И цветочки наложить, свечечки зажечь им. И чтобы дети наши тоже видели, чтобы нам то же самое делали. Накануне пасхальных праздников руководство примарии муниципия Камрат уже много лет подряд организует работы по оказанию помощи людям по уборке бесхозных могил, за которыми некому ухаживать. Не стал исключением и этот год. Сегодня работники жилищно-коммунального хозяйства, городских детсадов, средних учебных заведений помогают горожанам убирать эти могилы на кладбище. 2 недели до Пасхи, и в это время выходят все охранники службы кладбища на работу ежедневно, каждый день на погрузку и очистку кладбища от мусора. Сегодня, вот, может, вы видели или покажете, вышли школы, садики, предприятия муниципии Камрата, вышли на уборку, как бы помогает уборка с кладбища, территории кладбища. До этих бесхозных памятников ветеранов войны, такие памятники в первую очередь инициатива. Ну и потом, где есть дорожки, более-менее тропинки, потому что на старом кладбище, как вы знаете, нету как в новом конкретно дороги и прочее. Но все равно люди убирают, стараются, ну, как по возможности. Пришли сегодня помочь убраться, сделать порядок к нашим праздникам пасхальным. С нашего коллектива 12 человек пришли. 12 человек, да. И все с удовольствием пришли сделать такую акцию, сделать такой субботник на территории кладбища. Ну, с топорчиком вот выносят мусор на дорожку. Более тяжелые. А мы с секаторами чистим вот эти поросли, которые высокие. Наши люди благочестивы и соблюдают обряды и традиции, содержат могилы своих родственников в чистоте и порядке, отметил протоиерей Федор, священнослужитель Камратского кафедрального собора Иоанна Предтечи. Когда мы приходим на маленькую Пасху на кладбище, мы видим, насколько там чисто и убраны могилы ушедших в мир иной. И людям благословляем, чтобы люди не забывали убирать за могилками своих покойных родителей, родственников, может, близких. Но у нас, я думаю, что в нашем регионе, в Гагаузии, это не проблема. У нас народ в этом плане воспитанный, наши люди любят благочестие, любят чистоту, и за могилками родители, конечно же, ухаживают, и стараются люди совмещать, и на работу ходят, и дома прибираются, и за могилками, потому что на маленькую Пасху, когда мы приходим, все должно быть чистенько, идеально, чтобы это чувствовалось, что это действительно праздник. Могилы усопших будут приводить в порядок и в послепасхальную неделю, чтобы в праздник поминовения, в день Радуницы, все городские кладбища приобрели соответствующий ухоженный вид. Работники примарии города Басарабяска занимаются облагораживанием города. К ним на помощь пришли работники различных предприятий. Общими усилиями к наступлению праздников город будет убранным и чистым. Подробнее о проведении работ смотрите в нашем сюжете.
Вытаскивая одну травинку за другой, сотрудники примарии Басарабяска приводят клумбы в надлежащий вид, после чего белят бордюры. Люди стараются вовсю, чтобы успеть подготовить родной город к светлому празднику Пасхи. Спасаю клумбы, чтобы было идеально чистенько, потому что засеяли и трава вылазит. Дожди сильные шли, сейчас спасаю. Вот. Мы решили выйти на субботник, чтобы сделать наш город более красивый, чище, приятнее. Все-таки праздник. И Пасха, и 9 мая. И хочется, чтобы было очень хорошо и красиво. Свой вклад в благоустройство города вносят и работники муниципальных предприятий. Чем вы сегодня занимаетесь? Покосом и побелкой. Как вы думаете, город готов к праздникам? Пока нет, работы еще много. К уборке также подключились работники индивидуальных и железнодорожных предприятий. Почему вы вышли сегодня на уборку? Помочь городу, чтобы в городе было очень чисто. Старания всех, кто принял участие в субботнике, прохожие оценили по достоинству. Радуюсь тому, что люди начали заниматься благоустройством. Желательно, чтобы так было не только перед праздниками, но и после них. Как отметил глава городадминистрации, к пасхальным праздникам Басарабяска будет готова вовремя. Сегодня побелка деревьев, побелка бордюров, стрижка травы, подметаются тротуарные дорожки, подметаются, если вы видите, и дороги местного значения. Я благодарю и людей, и начальников предприятий, которые сегодня вышли на уборку наших территорий. После генеральной уборки город преобразился. Будет ли сохранена чистота, теперь зависит только от местных жителей. В парламенте Молдовы были зарегистрированы законодательные поправки, которые предусматривают переход Чедерлунга из статуса города в статус муниципия. Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп призвал на треть сократить число министерств и агентств. Между тем, премьер отметил, что при правительстве будет создан новый совет по инвестиционным проектам особого назначения. Гагаузские абитуриенты смогут бесплатно учиться на Северном Кипре. Ближневосточный университет в этом году предоставит студентам из Гагаузии 10 бюджетных мест. Благотворительную акцию под названием «Пасхальный кулич» провели сотрудники аппарата управления полицией по автономии, а также работники инспекторатов полиции, вручив пасхальные подарки воспитанникам местной школы-интернат и теоретического лицея имени Тудора Занет. Охотничье оружие без необходимых документов обнаружила полиция в доме жителя села Кириет-Лунга Чедерлунского района. Управление полиции ТО Гагаузия напоминает, что незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов и их хищение уголовно наказуемо. Молодой спортсмен теннисного клуба «Авдармы» Игорь Гаргалык одержал победу на национальном турнире «Кубок весны», который проходил в городе Кишиневе. Турнир проводился на открытом корте. Его организаторами выступили Федерация тенниса Республики Молдова и общественная организация «Молдавский теннисный тур». «Посади розу для своего города». Под таким призывом проходит акция в городе Неспарень. Ученики теоретического лицея Борис Казаку посадили в центре города 300 роз, которые приобрели за счет собственных средств. О том, как проводилась данная акция, смотрите далее. Учащиеся теоретического лицея Борис Казаку посадили 300 роз в центре Неспарень. Акция является частью проекта «Посади розу для своего города», который запустили лицеисты. Наш проект, который сейчас в разгаре, называется «Посади розу для своего города». Его внедрение стало возможным благодаря сотрудничеству между примарией города Неспарень и учениками 11 классов лицея Борис Казаку. Вместе нам удалось посадить 300 роз и надеемся, что это украсит город и послужит примером для младших учеников. Мы надеемся, так как сказала моя коллега Марина, что это станет хорошим примером для будущих поколений. Данная инициатива лицеистов изначально была поддержана администрацией учебного учреждения и местными публичными властями.
Руководство лицея поддержало эту прекрасную инициативу наших лицеистов из 11 классов. Это замечательная инициатива в преддверии пасхальных праздников, в которой нас призывают посадить розу для нашего города. Я надеюсь, что эта инициатива будет перенята и другими категориями граждан, и таким образом наш населенный пункт станет приятней для глаз. Все гости будут удивлены красотой города и района Неспарень. В преддверии пасхальных праздников благоустройство города Неспарень продолжается с теми же силами и даже больше. Позади меня находится теоретический лицей имени Бориса Казаку, который я и сам закончил. Его ученики сегодня решили прийти мне на помощь, как в материальном, так и в физическом смыслах. Они принесли 300 роз, и мы посадили их вместо 3 рекламных панно. Также мы посеяли зеленую траву и надеемся, что это станет первым шагом к возрождению города Неспарень. Посаженные 300 роз лицеисты приобрели на собственные средства. Такими конкретными примерами молодежь доказывает, что великие дела можно совершать и при небольших усилиях. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.